Все хорошо? Да. Я очень устала, Кахраман. Да и ты на меня накричал. Обидел меня. Ты меня обманула. Ты же моя жена. Между нами не может быть никаких тайн. Мне пришлось, Кахраман. Если бы я сказала, ты не позволил бы мне ехать. Ладно, что было, то прошло. Сейчас тебе лучше? Лучше. Знаешь, оставим это. У нас будет ребенок. С улыбкой и взглядом. Такими же, как у тебя. Мне уже так хочется взять на руки нашего малыша. Привет, детка. Дядя Халиль, Селим дома? Мне нужно у него кое-что спросить по урокам. Да. Ну, входи, входи. Спасибо. Селим, Нергис пришла, вставай. Проходи. Спасибо вам. Да, ужасно. Что произошло, а? Что нужно? Селим, ты вчера все неправильно понял. Чего именно, я не понял. Вы в обнимку танцевали. Как получилось? Мы просто поспорили. Я потом все равно проспорила и... Я понял, не продолжай. Ты что, мне не веришь? Нергис, иди домой. Встречайся с богатыми парнями. Насильно мил не будешь. Все равно ничего бы не вышло. Что ты имеешь в виду? Что слышала? Я не могу ответить на этот вопрос. Не получается. Я газету забыл, простите. Нергис, достали меня твои детские игры. Селим, постой! Прости меня. Я не хотела, правда? Когда твой отец вернется из Хатая? У него возникли какие-то важные дела. О, маленькая Ханым. С родителями не разговариваем? Ой, прости, папочка. Я просто задумалась. А где это ты была? Хотела спросить кое-что по урокам. Я к Селиму заходила. Что у тебя с ним за дела? Легкомысленный тип. Только и лезет во всякие драки. Ну не во все же. Да, не во все, Шукран. Я таких знаю. С виду вроде покладистый, а чуть отвернись, он такого наворотит. Я не хочу, чтобы ты с ним общалась. У меня спрашивай, если есть какие-то вопросы. Якуб, ты не разбираешься в математике, а тем более в геометрии. У меня в школе кличка была Якуб Пифагор. 5 5 25. Тебе не понять, Шукран. Пойду заниматься. К себе. А где Джанан? Давно я ее не видел. Ушла на занятия, она теперь учится, умница. Пифагор, Якуб, да?
Еще не давала. Принесла ей молоко, а она, растяпа, уронила стакан. Как не торопиться, Эмине? Сегодня не получилось, но завтра она его выпьет. Эмине, до завтра. Кахраман заподозрит. До встречи. Левент. Он работает из дома, вот и звонит. Вы все эти дни очень загружены. Но не так, как ты. Может, прервемся? Надо все это прочитать. Неужели бумаги важнее меня? Ой, простите. Вы меня вызывали. Что-то случилось? Принеси-ка нам 2 кофе. Мне с молоком. Поняла, сейчас принесу. Что это за новости? Элиф тебе прислуживать будет? Она сама захотела Кахраман. Боится, что назло догадается о беременности. Все должны думать, что она моя личная прислуга. Да не переживай, она весь день на диване лежала. Наконец-то я тебя нашла. Где ты все время пропадаешь? Был здесь. Ты сегодня свободен? И я тоже. Что пьешь? Поняла, как его варить, да? Поняла, элементарно. Машина варит. Да, это правда. И вторая. Нет, Дефне Ханым с молоком просила. Вот молоко. Ставлю его на поднос, ясно? Да, спасибо. Ты теперь лично Дефне прислуживаешь, так что ли? Верно, Шукран Ханым. То, что она забеременела, прекрасно, но теперь ее капризам не будет предела. Предупреждаю, настрадаешься, Элиф. Почему? Как почему? Ты разве еще не поняла, что эта Дефне ведьма злобная? Она теперь в этом доме не даст тебе спокойно вздохнуть. Это лучше, чем сидеть без дела. Лучше, говоришь, да? Если будешь такой наивной, тебе в 2 счета на шею сядут. Ты глаза-то открой, не загоняй себя. Я кое-что спрошу, но не скажу, почему спрашиваю. Хорошо, слушаю. Если бы у нас не было ребенка, если бы мы не затеяли все это, ты бы любил меня? Ты прекрасно знаешь ответ, Дефне. Я хочу услышать. Конечно, любил бы. Без детей тоже можно жить. Думаю, мы вполне были бы счастливы и вдвоем. Но твоя семья хотела внука, наследника, продолжателя рода Юрикханов. Но решал бы все равно я. Понимаю. А если бы была возможность повернуть время вспять, ты бы снова решил так же? Это очень сложный вопрос. Ответь, Кахраман. Ты бы согласился на услуги суррогатной матери? Я тогда не понимал, что значит быть отцом. Только позже я начал это осознавать. Отцовство – это особое ощущение. Ты знаешь, сначала я был против этой затеи, но сейчас я представляю, что у нас будет
наш общий ребенок. И становлюсь счастливым от одной этой мысли. То есть ты бы снова сделал этот шаг? Не знаю. Конечно, ситуация сложная. Мы оба измучились. Но есть и обратная сторона медали. Постоянный обман. Ну а ты? Твое решение не изменилось? Ты не жалеешь о том, что мы сделали? Спасибо, Элиф. Пожалуйста. Не уходи, сядь. Мне нужно идти, Назлы ждет. Сядь на пару минут. Простите. Это надо было видеть. По полу каталась, так жутко опозорилась. Я так по тебе скучала. Раз ты не поехал в Лондон, мы будем чаще видеться. Как раньше. А почему ты рассталась с тем парнем? Ой, Керем, не я первая рассталась, подумаешь. Официант, мне еще одну. Еще одну выпьешь у меня. Поехали. Поднос тебе идет. Поздравляю с повышением. Старайся и дослужишься до кухарки. Или можешь продолжить работать инкубатором. За это хорошо платят. Спасибо, Дефне ханым. Только вы так не беспокойтесь, у меня другие планы. Какие? Буду учиться на юридическом, стану адвокатом. Если бы ты знала, как сложно там учиться, 10 раз подумала бы, прежде чем решиться. К счастью, я в себя верю. К тому же у меня нет другого выхода и другого шанса нет. Я обязана поступить. И поступлю. Не советую тебе утруждать себя. После нас подыщи другую семью. Многие богатые семьи хотят иметь детей. Я на такое больше никогда не пойду. Почему? Ты жалеешь? Это совсем непросто. А что сложного? Лежишь целый день. Дефне ханым, меня вынудили пойти на это. И я согласилась. Вы и подумать не можете, насколько это трудно и тяжело. А если ты бы вынашивала своего ребенка? Ты была бы счастлива? Но сейчас это невозможно. Мы же предполагаем. Допустим, ты носишь своего ребенка. Я не знаю, что вам ответить. Но раз уж вы интересуетесь, я объясню вам, что чувствую. Это и правда чудо. Возможно, он уже большой, может, размером с орех, а может, даже с крупное яблоко. Но вы не поверите, насколько он сильный. Сначала я не представляла себя в роли матери, думала, что похожа на аиста из сказки, что оставлю малыша вам и улечу. Но чуть позже вместе с ним стала расти и я. Мы привязались друг к другу и даже стали помогать. Теперь мы с ним неразрывно связаны. Я это теперь точно знаю. Давно в детстве, когда мы ловили бабочек в ладошки, я чувствовала,
как они машут крылышками. У меня такое чувство, будто бы сейчас во мне поселилась бабочка. И когда придет время, она улетит. Она будет жить у вас, Дефне Ханым. Ты будешь скучать по нему? Дефне Ханым, это ваш ребенок. У меня ведь нет никаких прав на него. Я все-таки пойду к Назлы. Хорошего вечера. Отдыхай. Мамочка, долго еще эта Элиф у нас пробудет? Почему ты спрашиваешь? Ну, просто интересно. Сюда уже сестрица ее пожаловала и, похоже, надолго. Пусть остается. Разве они нам мешают? Конечно, не мешают. От них пользы больше, чем вреда. Элиф теперь у Дефне будет работать. Она станет ее личной прислугой на время беременности. Когда я была беременной, у меня не было личной помощницы. Ой, Шукран, ох, не начинай снова на ночь глядя. Все, я иду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но потерпи чуть-чуть, дорогая. Скоро у тебя будет много прислуги, мы построим свое королевство. Ты мастер обещать, но когда это будет? Уже скоро. Вот увидишь. Я найму тебе 18 служанок. Тебе даже пальцем не придется шевелить. Прислуга будет у тебя в услужении и по первому зову являться станет. Мне каждый день нужно проходить 10 тысяч шагов, Якуб. Что? Для здоровья. Полезно. И тебе, кстати. Слушай, не знаю, как насчет шагов. А вот до кровати мы добежим. Даже долетим. Подожди, сумасшедший. Муж велит. Стой, не беги ты-то. Быстро. Не могу, я же на каблуках. Как я устал. Как же я устал. А ты занимаешься? Угу. Хорошо. Сынок, я с тобой был немного рисковат. Обидел тебя, но для твоего же блага. Я не хочу, чтобы ты в беду попал, понимаешь? Ты нам с матерью бесконечно дорог, Селим. Но иногда мы за тебя уж слишком сильно переживаем, сынок, и поэтому порой не выбираем выражений. Знаю, но я ведь не виноват. Не поддаваться же было. Я защищался. Кулаками, правда, не отстоять. Ты на меня сейчас злишься, но когда станешь отцом, сам все узнаешь. Ладно, отец. Понял? Понял. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Ну какая же я неуклюжая. Элиф, Кахраманбей, что это ты здесь делаешь? омлет. Есть захотела? И еще как. Целую сковородку съела бы. Ну, а мне немного оставишь? Конечно, если хотите. Хочу, даже очень. Или омлет только беременные любят? Вы правы. Тебе плохо? Да это от запаха яиц, а вообще все хорошо. Ладно, давай я сделаю. Нет, так не пойдет, я сама Отойди, сделаю. я тоже умею, не бойся. Кахраманбей. Не нужно, Элиф, отойди. Итак... Вот уж никогда бы не подумала, что вы умеете готовить. Заодно что-то новое узнала. Да, верно. Я готовлю... Не часто, но хорошо. Это я вижу. Ну как, нравится? Объедение. Пальчики оближешь. Ну, еще вкуснее есть руками. Да, так лучше вкус раскрывается. Верно. С чего ты вдруг ночью на кухню пришла? Даже не знаю. Проснулась от того, что мне захотелось омлета. Мне приснился его запах. Встала с кровати, а дальше... Вы сами все знаете. Я его пересолил, что ли? По-моему, все в меру. Некоторые еще лук добавляют. А я так люблю. Мне тоже без лука нравится. Так лучше. Приятного аппетита. Знаете, я вам тоже что-нибудь приготовлю. Ты что, хорошо готовишь? Женщина из Хатая не может плохо готовить. Верно. Чем будешь угощать? Долма вам нравится? Конечно. Непростое блюдо. Ну, раз пообещала, сделаю. Договорились. Завтра все это закончится. Ты и твой ребенок покинете этот дом. Если ночью проснешься в поту и клянешь себя, словно в бреду, слезы льются ручьями во тьме, и один ты на целой земле. Если вспомнишь любимую мать и письмо, что не смог написать, брось тревоги, в себя посмотри, разбуди ты ребенка внутри.
Он напомнит, как короток век, и о том, что грешит человек. Не меняется мир из стари. Не один ты грустишь до зари. Кахраман!
Слушаю именно. Дефне, доброе утро. Я тебя не разбудила? Нет, я плохо спала. Дефне, знаешь, перед тем, как на это решиться, подумай дважды. Хорошо. Увидимся. Звони мне. Я за чаем пришел. Конечно, я налью. Если не трудно. Что такое? Тебя что-то беспокоит? Нет. А если честно, то да. Мне не по себе. В чем дело? Это связано не со мной. У Дефне возникли проблемы. Конечно, это не мое дело. Но если я могу хоть чем-то помочь, обращайся. Спасибо, это семейное дело, очень личное. Значит, вот почему Дефне Ханым не навещает своего отца. Да, сейчас не лучшие времена. Жаль. Я правда очень расстроился. Иншаллах, все наладится. Иншаллах. Пойду Мисудбе и проверю. Ладно. Что поделать? Значит, придется ей, несмотря на проблемы, приехать. Налей мне стакан молока, Айсель. Айсель, чего ты ждешь? Поторопись. Да. Холодного молока не осталось. А ну вон там его утром привезли, Айсель. А, да. Прошу. Элиф, подойди-ка. Иду. Слушаю. Вот твое молоко. Спасибо большое. Я потом выпью. Выпей сейчас, при мне. Я беспокоюсь о здоровье нашего ребенка. Если за тобой не следить, ничего делать не будешь. Кто знает, что ты там пьешь и чем питаешься? Я не ем и не пью ничего вредного, а только то, что мне здесь дают. Знаю. Пей, долго ждать не смогу. Дефне Ханым, мне нехорошо от запаха, я лучше потом выпью. Так не пойдет. Целый час тебя уговариваю, пей сейчас же. Достаточно? Все допивай. Дефне Ханым. Быстрее. Теперь все. Можешь идти. Где ты была? Носила Элиф молоко. Значит, первое, о чем ты подумала поутру, был ребенок?
Ты будешь хорошей матерью. Я тут подумал, поедем в больницу. Послушаем биение сердца ребенка. Ты ведь еще не слышала. У меня в офисе дела, Кахраман. У меня тоже, Дефне. Выдели минутку. Да, я хочу, чтобы и ты это слышала. Кахраман. Отговорки не принимаются. Пойду скажу Элиф, да? Я сама ей скажу. А ты жди нас внизу. Хорошо. Как пожелаешь. Ты на работу? Нет, мама, мы заедем в больницу. Зачем это? Послушать сердце нашего ребенка. Ай, в наше время такого еще не придумали. Очень любопытно. Можно я с вами поеду? Хорошо, я жду внизу. Поторопитесь. Отлично, бегу. Хорошо спала? Прекрасно, как младенец. Тебе что-нибудь снилось? Говорят, что если в новом доме приснится сон, он исполнится. Что-то снилось, наверное. А что именно? Забыла. Сестра! Что с тобой? Какая-то резкая боль, непонятно. Уже лучше? Лучше, только не переживай. Элиф, быстро подойди ко мне на минутку, милая. Уже иду, Каймет Ханым. Сюда, сюда. Собирайся, детка. Сейчас мы все вместе поедем в больницу. Будем слушать биение сердца ребенка. Мама, давайте не сегодня. Или вчера очень устала. Пусть отдыхает. Что за ерунда, дорогая? Я говорила с Кахраманом, он ждет нас внизу. К тому же и мне очень интересно. Спускайся, и ты, поедем. Ну что же ты? Собирайся, я жду. Только что мне сказать назлы, Каймет Ханым? Скажи, что мы должны уехать, а Дефне Ханым хочет, чтобы ты поехала с ней. Хорошо. Живей, мы тебя внизу ждем. Режиссер Садуллах Шентюрк. Продюсер Онур Гювенатам. Извращенец. Что случилось? Он снова звонил Кахраман. Я даже телефон уже выключила. Нервов не хватает. Я говорил с адвокатом. Не переживай. Завтра все решим. Спасибо, Кахраман. Ты проснулся, милый? Доброе утро. Идем со мной, дочка. Звонят из офиса. Слушаю, Кемаль. Кахраман Бей, мы нашли того, кто звонил Мирьем Ханым. И кто это был? Вы узнали его имя? Да, имя есть. Некий Кадир Сартар. Кадир Сартар? Да, Кахраман Бей. Все звонки были от него. Вы уверены? Да, абсолютно. Мы даже вычислили, где он находится. Спасибо. Кахраман? Какие-то дела? Дорогая, мне нужно поехать в офис. Забыл про совещание. В чем дело, Кахраман?
Мама, не ждите меня. Мне позвонили по работе. Мама, давайте и мы не поедем. Нет уж, дочка, мне интересно. Занимайся своими делами, сынок. Дэфне, поехали с нами. Не может быть. Я приготовила завтрак. Садись. Блинчики, как ты любишь. Спасибо, не стоило. Я уезжаю. Ну садись. Когда остынут, будет не то. Доброе утро. Доброе. Вот твой завтрак. Вы бы позвали, я бы и сама пришла. Мне все равно скучно тут сидеть. Ты пока завтракай, а потом, если захочешь, можем погулять. А разве можно? Дома никого нет. Кеймет Ханым и Дэфне Ханым уехали. Полная свобода. Не хочу вас утруждать. Давай перейдем с тобой на «ты». Называй меня просто Гюльсум. Хорошо. Чудно. Большое спасибо, мне пора. Уедешь прямо сейчас? Ты изменился. О чем ты говоришь? Повзрослел, наверное. Это все Англия. Нет, в прошлый приезд ты был другим. Мне было одиноко, там все по-другому. Извини. Подруга, куда ты пропала? В соцсетях такой переполох. Что могло произойти? Ты знаешь, с кем я вчера ночью была? С Тунчем? Тоже мне новость. Да как бы не так, с Амером. С каким Амером? С Амером Бюшра. Не может быть. Ослы, давай я тебе перезвоню. А что такое? Ничего, позже поговорим. Минутку, мину. Ой, Аллах. И вот так же мы будем ждать тебя у дверей роддома. Это еще не скоро, Кеймет Ханым. Время летит быстро, деточка. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как родишь. Элиф Ханым, вас ожидает доктор. Дочка, мы тоже хотели бы послушать стук сердца малыша. Конечно, как только врач закончит осмотр, мы сразу же пригласим вас. Хорошо, отлично, чудесно. Приди, наконец, в себя, Дэфне. На тебе ведь лица нет еще с самого утра. Мы с тобой все уже обсудили. Это ваш с Кахраманом ребенок. Привыкни к этому. И почему ты одинок? За границей? Почему там все по-другому? Откуда мне знать? Но тебе, кажется, пошло на пользу. Англия не для меня. Разве? Аляра, ты знаешь, что я влюбился? Видимо, не в меня. В англичанку? Интересно. Фото есть? Покажи-ка.
Добро пожаловать. Можете вызвать Кадира Сортера? Конечно. Кадир Сортер сейчас в лобби-баре. Если хотите, можете подождать здесь. Как вас представить? Спасибо. Не стоит. Кадир? Кахраман? Все в порядке, не так ли, доктор? У нее все в пределах нормы. Плод развивается благополучно. Но наблюдаться нужно будет весь оставшийся срок. Разве можно перестать наблюдаться, доктор? А можно послушать сердце ребенка? Конечно. Не умер. Вот он я. Живой. Что же случилось? Знаю, ты в шоке. Все эти годы вы думали, что я мертв. Это все уже в прошлом, Кадир. Расскажи лучше, зачем ты здесь? На самом деле рассказывать нечего. В смысле, нечего. Все думают, что ты мертв. Значит так. Сейчас ты мне все объяснишь. Прошло столько лет, и ты объявился. Звонишь моей сестре. Рассказывай иначе. Ладно, Кахраман, я расскажу. Не кипятись. Доктор, а когда мы сможем узнать пол ребенка? На таком сроке пол не определяется. Надо подождать. Какова вероятность, что будет мальчик? Нам это важно. Вы же понимаете. Это и правда пока не ясно. Но если вам очень нужно, у нас есть один способ. Какой? Мы можем отправить анализы крови в один иностранный центр. В течение 7-10 дней они определят точный пол малыша. Ай, как здорово. Давайте же сделаем это сейчас, доктор. Элиф! Элиф! Что случилось? Что с вами? Срочно каталку в мой кабинет. Аллах, помилуй. Элиф! Каймет Ханым, помогите мне! Я готов заплатить любую цену. Хочу вернуть свою семью, Кахраман. Жену, сына. Какую семью? Керем думает, что ты погиб. Мы встречаемся с Керемом. Что? Керем знает о тебе? Не совсем. Я представился Айханом. Слушаю, мама. Кахраман, поторопись, Элиф очень плохо. Что случилось? Не знаю. Элиф очень плохо. У нее спазмы, торопись. Хорошо, я выезжаю. О, Аллах, что происходит? Помоги, Всевышний. Мы с тобой не закончили. Не смей звонить ни Керему, ни моей сестре, пока я не вернусь. Понятно? Понятно тебе?
Большое спасибо тебе, Гюльсюм. Отлично погуляли. А какой воздух! Мы с сестрой уже гуляли утром, но мне не хватило. Я соскучилась по природе. На улице так холодно, что мне наоборот хочется домой. Ой, прошу прощения. Если хочешь, пойдем в дом. Я не хочу, чтобы ты простудилась, Гюльсюм. Ай, Назлы, ну зачем ты меня слушаешь? Я же пошутила. Я и так целыми днями дома. К тому же, благодаря тебе я сейчас отлыниваю от работы. Сколько человек живет в этом доме? Сейчас расскажу. Во-первых, глава дома Зиябей. Ты, должно быть, не застала его? Он умер? Ты что, сплюнь, детка? Он хороший человек. Сейчас он в Хатае, поэтому я так сказала. Когда он вернется, сама увидишь. Но в гневе он страшен. Когда злится, кажется, дом вот-вот рухнет. А Каймет Ханым? Ее ты видела, вы знакомы. Да. Есть еще Якуб Бей, его жена Шукран Ханым, дочери Ныргиз Джанан, Дефне Ханым, Кахраман Бей, ну и малыш еще будет. Интересно, это девочка или мальчик? Откуда же мне знать? Но Каймет Ханым очень хочет мальчика. Не мудрено, роду Юрикханов нужно продолжение. О, Аллах, Аллах, спаси моего внука. Спаси и сохрани его, прошу. Будь милостив. Дефне, как это вышло ни с того ни с сего? Не знаю. Ничто не предвещало, все было в порядке, и вдруг она стала корчиться. Ты ничего не знаешь, правда? Откуда мне знать, мама? Как Элиф? Не знаю, сынок, ей резко стало плохо, она сейчас там. Врачи ничего не говорят? Возможен выкидыш. С моим внуком ничего не случится. Аллах его спасет. Он его спасет. Шахин, перевезешь Месутбея в гостиную? Его суп уже почти готов. Да, сейчас. Привет, папаша. Ну и дочь у тебя. Не навещает, не звонит. Что поделать? Это жизнь, но она скоро явится. И для этого мы разыграем небольшую сценку. Только не говори никому. И, папаша, не злись на меня, я неплохой, но что делать? Твоя дочь сама не придет. Иначе никак. О, нет! Месутбей! Месутбей! Эмине, сюда! Скорее! Что случилось? Я и сам не понял, это вышло случайно. Стой, не трогай. Мне очень стыдно, Эмине. Месутбей, извините, я не специально.
Как так вышло? Я и сам не понял, Эмине. Я вез Месудбея, споткнулся о ковер. О, Аллах, вот я растяпа. Он не пострадал? На вид все нормально, но... Только бы все обошлось. Он ударился головой о пол, но вроде не сильно. Главное, чтобы он ничего себе не сломал. Может, позвоним Дефне Ханым, а после этого отвезем его в больницу? Нет, Дефне сейчас лучше не беспокоить. Месудбей, вам больно? Ой, может, вызовем скорую? Давай поступим так. Я вызову скорую, ладно? А ты звони Дефне Ханым. Если с ним, не приведи Аллах, что-то случилось, я не прощу себе именно. Ясно? Предупреди Дефне Ханым, а я позвоню в больницу. Хорошо. Давай. Давай. Папаша, а ты отличный актер. Клянусь. Они еще не вышли. О, Аллах, помоги нам. Сестра, как она? Врачи делают все возможное. Они вам обязательно сообщат. Хорошо. Эмине, я сейчас очень занята. Дефне, это очень срочно. Месудбей упал. Что? Как упал? Несчастный случай, выпал из коляски. Он выглядит неплохо, но я не уверена. Мы вызвали скорую, повезем его в больницу. Хорошо, сейчас приеду. Что стряслось? Папа упал. Мне нужно ехать. Он цел? Не разбился? Не знаю, приеду, узнаю. Сынок, да за что же нам все это, а? Садись, мам. Дефне Ханым мечтала о детях, но не получалось. А недавно сказала, что беременна. Значит, все-таки случилось чудо? Да? А главное, знаешь, когда это случилось? Когда к нам приехала Элиф. Или, может, на следующий день. Моя сестра приносит удачу. Наверное. А сама-то ты давно здесь работаешь, Гюльсюм? Не очень давно, но и не совсем новенькая. Пару лет примерно. А, смотри, кто пришел. Это Назлы, сестра Элиф. А это сын Айсель Селим. Рад знакомству. И я. Гюльсюм, где тебя носит? Бросила дела и убежала. Пошли. Назлы, мы славно погуляли и хватит. Я пошла, хорошо? Гюльсюм, а ты... Ты же здесь не заблудишься. Заходи потом к нам на кухню. Ты только после операции? Да, И теперь все хорошо? да, спасибо. Осваиваюсь тут понемногу. У меня так и не вышло. Почему? Да так, ты учишься? Да. Ну давай же, давай. Отец упал, а ее до сих пор нет. Ну и дочь. Шахинбей, как папа? Что с ним Дефне Ханым, случилось? минутку. Ваш отец в порядке, его увезли на осмотр, а я ждал вас. Едемте. Все в порядке? Да-да-да, идемте со мной, вон моя машина. Да, скорее. Шахинбей! Шахинбей!
выключен. Можно быстрее, пожалуйста. Не волнуйтесь, Дефне, мы успеваем. Что случилось? Почему папа упал? Не знаю, я работал в саду, услышал крик Эмине, сразу бросился в дом, гляжу, а Месудбей на полу. Вероятно, Эмине уронила его, когда пыталась поднять. Почему Эмине пыталась поднять его в одиночку? Почему вы ей не помогли? В какую больницу увезли папу? Это там. Ну так поднажмите уже. Как прикажете. Больше всего я люблю литературу. А у меня с ней было туго, совсем ее не любил. Потому что я технарь. Айселя, кто эта девочка? А, вы еще не виделись. Это Назлы, сестра Элиф. Ее вчера выписали. Добрый день. Ты, говорят, живешь у нас? Точно так. Я Назлы. Мило. Ну, я пойду к себе. Увидимся. До встречи. Селим, мы можем поговорить? Мне не о чем с тобой говорить. Шахенбей, куда мы едем? Где мы? Что это за больница? Эмине? Ты что вытворяешь, а? Игра окончена. Хватит. Ты что несешь? Какая игра? О, Аллах. Дефне тоже не подходит. Месудбей, как вы сейчас? Где же застряла скорая? Что происходит? Отвечай. Останови, я выйду. Тихо. Отпусти. Отпусти! Хватит! 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 Если не будешь сидеть смирно, я вышибу тебе мозги, Дефне! Кто ты? Максут я, Максут! Не узнала мой голос? Мы говорили по телефону. Чего ты хочешь? От тебя ничего. Но у меня будет просьба к Кахраманбею. Насчет Элиф. Пусть он вернет мне Элиф и заберет тебя. Предельно просто. Не подходит. Как Элиф? Ребенок? Он живой? Элиф Ханем в порядке. А плод... Мы провели осмотр. С матерью все хорошо, но плод пока в зоне риска. То есть это риск выкидыша? Да, спазмы еще не закончились. Поэтому нам необходимо наблюдать за ними.
Надень-ка. Стой. Я не знаю, чего ты от нас хочешь, но если деньги... Деньги. Деньги. Ваша работа, сила, проблемы — все из-за денег? И Лиф ими заманили? Мы никого не заманивали. Слушай, если ты меня отпустишь, мы решим твой вопрос. Закрой рот, женщина! Надевай! И не зли меня! Давай, богатенькая стерва! Давай! Оу! Ах ты ж! Ах! Беги, давай! Далеко не сбежишь! Но как же это могло произойти, доктор? Разве мы не наблюдали за матерью? Она правильно питалась, не уставала, не поднимала тяжести. Как же так? Помогите! Есть тут кто-нибудь? Помогите! Беги, беги, скоро устанешь! На помощь! Помогите! Вот коза! Чем ее дома кормят? Я не могу ничего сказать точно, нужны результаты анализов. Хотя мать не могла сама захотеть прервать беременность. Нет, невозможно. Ведь так? Ну, это всего лишь предположение. А еще варианты? Физиологические особенности. Так бывает с каждой пятой. Риск особенно велик в первые 3 месяца. Вот и мы с ним столкнулись. Можно увидеть Элиф? Ей нужно отдохнуть. Я не смогла тебя защитить. Я плохо за тобой смотрела. Никому нет от меня пользы. Совсем никому. Ну и дела. Дефне ханым! Эй! Дефне ханым! Ну надо же, вот не везет. Аллах. Вставай, давай, спортсменка! Эй, вставай! Дефне ханым, подъем! Дефне ханым! Наручниками-то греть сумела? Лежит тут.
Пусть Дефне Ханым отдохнет чуть-чуть. Пусть Дефне Ханым не поднимает тяжести и ничего вообще не трогает. Кахраман, ах, не расстраивай меня. Кахраман, я беременна, не дави на меня. Тоже мне принцесса. Ты вообще меня слушаешь? А? Ну да, не понял. Прекрасно. Меня в этом доме не слушают. Никому нет до меня дела. Шукран, А разве не так? Как будто весь свет клином сошелся на беременной Дефне. Но я тоже рожала. Мы подарили внучек этой семье. Ты чем-то расстроен? нет. Якуб, если ты от меня что-то скрываешь... Ничего я не скрываю, Шукран. Я сейчас думаю о работе. Ладно, ладно. Не злись. А знаешь что? Я именно это в тебе и люблю. Ты такой деловой, сильный, словно горы способен свернуть. Это верно. Скоро я и впрямь сверну горы. Посмотрим, кто под ними останется. Айхан? Алло, Айхан, ты? Как дела? Все в порядке. Керем, нам нужно поговорить. Да, я слушаю. Мы можем увидеться? Если у тебя есть время. Зачем? Что случилось? Расскажу при встрече. Сынок, поезжай, если у тебя есть дела, а я подежурю здесь. Хочу сначала увидеть Элиф, чтобы успокоиться. Но доктор сказала, ей нужен отдых. Ой. Аллах, надеюсь, мы вернемся таки домой с малышом. Мама, тебя заботит только ребенок? Жизнь Элиф сейчас под угрозой. В чем же наша вина, сынок? Особенности организма. Врач же говорила о возможности выкидыша. Просто проклятие какое-то. И вообще, ты бы лучше собственную жену пожалел. Если бы она могла родить, мы бы тут не сидели. Кому ты звонишь? Дефне.
Не отвечает. Может, с отцом что-то серьезное? Было бы серьезное, нам бы сообщили. Наверняка заболталась с Амине. Поезжай, сынок, если у тебя есть дела, а я тут подожду. Кахраман Бей, Лив хочет вас видеть. А я могу войти. Не будем ее утомлять, лучше позже. Вы можете подойти. Ну как? Так, Кахраман. Проверим, какой ты герой. Слушаю, Дафне. Алло. Это еще кто? Алло. Алло. У Кахрамана зазвонил телефон. Я позже проверю. Пойдемте. А вдруг это что-то срочное? Режиссер Садуллах Шентюрк. Продюсер. Извините, можно счет? Прости меня, я опоздал. Все в порядке, хотя я стал волноваться. Ты просил о срочной встрече, а сам опоздал. Ты такой бледный сегодня. Ты здоров? Мне нужно кое-что рассказать тебе, Керем. Кое-что очень важное. Я слушаю. В чем дело? Он встретился с Керемом. Не уходи. Понял. Сначала я хочу кое-что узнать. Ты говорил, что не знаешь своего отца. Верно. Что же... Ты даже фотографии его не видел? Слушаю. Почему ты плачешь? Кахраман Бей, мне приснился очень страшный сон. Наш малыш помахал мне рукой. Он словно бы прощался со мной. Я бросилась бежать за ним, но не успела. Чуть-чуть. Не надо плакать. Не волнуйся. Малыш здесь, с нами. Наверное, он просто помахал тебе рукой, чтобы ты не волновалась. Я очень виновата. Совсем не берегла его и чуть не потеряла. Лив, ты сделала все, что могла. Вы не сердитесь на меня?
Что ты? Нет. Но ты сама на нас не сердишься? Нет. Мы все одинаковые. Мы все похожи на птиц, запертых в одной клетке. И когда мы в ней бьемся, наши крылья мешают друг другу. Я опять говорю глупости, простите. Знаешь, Элиф, я тебе верю. Я знаю, что впредь ты будешь еще заботливее относиться к ребенку. А кошмаров больше не будет. Понятно? Понятно. Обещаешь? Обещаю. Ты очнулась? Ты как, все в порядке, дорогая? Как она, сынок? Неплохо, неплохо. Набирается сил. Аллах ее не оставил. Дефне звонила. Что сказала? Как ее отец? К сожалению, звонок сразу прервался. Подожди, давай сначала кое-что обсудим с тобой, сынок. Что же? Дорогой, как мы объясним остальным, почему Элиф попала в больницу? Все будут интересоваться, задавать вопросы. Твой брат будет спрашивать, Шукран точно сунет нос. Нужно найти отговорку. Ну, давай придумаем новую ложь. Ты сама от нее не устала? Все мои старания ради вашего блага, и особенно ради тебя, сынок. Подумай, по-твоему, мне легко всех обманывать, да? Даже Зиюбея. Мы все похожи на птиц, которых заперли в одной клетке. Что? Ничего. Дорогая, как твой отец? Просто замечательно. Как огурчик, любимый. Всем на зависть. Максут? Откуда у тебя ее телефон? Украл. Правда, не только его. Знаешь, хозяйка этого телефона сидит сейчас напротив меня. Ее я тоже украл. Ты все врешь. Серьезно? С какой стати мне врать? Это ты. Ты меня обманул. Ты меня обокрал. Украл у меня Элиф, мою невесту. Не выдумывай. Никто у тебя ничего не крал. Ты лжешь. Рядом с тобой нет моей жены. Ты, видимо, украл ее телефон и устроил розыгрыш. Да, правда? Ну, послушай. Скажи же своему недоверчивому мужу, кто из нас двоих вор и кто отъявленный лжец. Говори. Дафне, успокойся. Ты цела? Спокойно, не бойся. Я приеду и заберу тебя.
Алло! Кахраман Бей! Слушай, если еще раз ты назовешь меня лжецом, я отключу телефон и сильно рассержусь. И тогда я не знаю, что сделаю с твоей женой. Я тут не в куклы играю. Ты понял? Да. Ладно, чего ты хочешь? Так это ж дураку понятно, я Элиф хочу! В Бахчикёе есть дамбы, приедешь туда в 10 вечера. Жди возле машины, и самое главное, Элиф должна быть с тобой. Ладно. Я потом позвоню, скажу, куда ты привезешь Элиф. Зачем потом? Говори сразу. Слушай, ты со мной так дерзко не разговаривай, я и так злой. Смотри, иначе выплесну свою злость на твою жену, ты понял? Продолжай. Я слушаю. Вот, правильно, молодец. Если будешь паинькой, в полночь я позвоню и скажу, где ты сможешь забрать жену. А где гарантии? Как узнать, что ты не обманешь? Хороший вопрос. Знаешь, вот стою и думаю, что на твоем месте я бы тоже сомневался, да. Но у тебя нет другого выхода, придется поверить мне на слово. Не трогай ее! Да, ну вот и я о том же. Пусть каждый остается со своей женщиной. Привезешь мне Элиф, заберешь Дефне. Проще простого. Максут! Добрый день. Халиль! Давай, рассказывай. Что еще нам нужно обсуждать? Неужели что-то осталось? После всего, что было? Почему ты никого не слушаешь, Кадир? Обойдемся без прелюдий. Говори, что хотел. Так не пойдет. Плохой ты человек, Якуб. После всех неприятностей, причиненных Мирьям и Керему, у тебя хватает наглости смотреть им в глаза. В таком тоне разговор не начинает. А я и не собирался. Ты это сделал. Может, чем-нибудь угостишь? Хоть воды дай. Наливай себе сам. Будешь?
Хорошие были времена. Ты пришел не ностальгировать по прошлому. Давай ближе к делу. Да я вот думаю, что изменится, скажи ты им правду. А? Бросится ли он к тебе со словами «я так скучал»? А Мирьем? Она тоскует по тебе 20 лет, но обрадуется ли твоему приезду? Ты боишься, верно? Трясешься, что все увидят твое истинное лицо. Когда-то тебе удалось ввести в заблуждение Зюбея, но на этот раз ты не сможешь обмануть ни Мирьем, ни Керема. У тебя есть один минус. Вроде бы все делал правильно. Но ты был глуп. Таким и остался. Знаешь, Якуб, у меня мало времени. Я хочу иногда видеться с женой и сыном. Хочу, чтобы они узнали, что я рядом. А громкие слова оставь при себе. Ладно, оставлю. Садись. Алло, как дела, брат? Неплохо. Я хотел бы тебя попросить. Говори. Я сегодня не приеду в офис. Почему? Так вышло. Подменишь, если что. Ладно, попробую. Все в порядке? Керем. Все нормально. Я просто хочу побыть один и только. Ясно. Только отвечай на мои звонки, ладно? Пощади нервы. Хорошо. Алло, Якуб. Как дела, отец? Хорошо, как же иначе? Ты в машине? Да. Мы выехали из аэропорта. Я еду. Надеюсь, все в порядке? В полном порядке, отец. С логистикой все отлично. Да, поначалу почти всегда так и бывает. Гораздо интереснее, что будет дальше. Не волнуйся, отец. Пока за это отвечаю я, абсолютно все будет идти по плану. Смотри-ка, моя помощница пришла. Кто это? Джанан. Как ты, дедушка? Прекрасно, Джанан, спасибо. Душицу тебе привез, дорогая. А что с ней надо делать? Что значит, что с ней делать? Ее поджигают для аромата. К тому же, она защищает дом от сглаза, от всего плохого. Быстро же ты забыл традиции предков, Якуб. Кахраман на работе? Я звонил, он не отвечает. Кахраман еще не приходил, отец. Должно быть, появились неотложные дела. Если ты хочешь мне что-то сказать, не юли и говори прямо. Как настоящий мужчина, Якуб. У нас все в порядке. Хорошо. Тогда до встречи. Попроси, пусть кофе принесут. Я уснула, так и не досмотрела до конца сериал. Ничего интересного так и не было. Помнишь того мужчину на станции? Оказался двоюродным братом героини. Тот с голубыми глазами. Тот, что маленького роста. И дальше что? Он все понял? Да нет, конечно, снова явилась та ненормальная, поиздевалась над бедной девушкой и ушла. И только? Что это? Яблоко. Я и сама вижу, что яблоко Гюльсюм. Только оно гнилое. Оно лежало на обеденном столе в вазе с фруктами. Разве так можно? Мы, наверное, не заметили, Шукран ханым. Как все просто. А если бы глава семьи захотел яблоко и взял бы вот это, что тогда? Это верно.
Хорошо, имейте в виду. Нам даже сериалы смотреть не надо. Можем просто наблюдать за ней. Тут тебе и подхалимаш, и издевательство. Только рейтингов нет. Да ты и сама-то не лучше. По-твоему, я не права, Эсель? Из-за одного яблока устраивать такой спектакль. Избалованная она, эта Шукран. Давай. И вот это заодно протрите. Почернел от грязи. Хорошо, Шукран. Шукран ханым. Правильно. Гюльсюм, надо следить за тем, что говоришь. Ты же нас обеих подставляешь. Халиль очень недоволен. Мы часто ссоримся в последнее время. Все в порядке, Эсель? Мириам ханым. Я пойду. Возьму очиститель для серебра и вернусь. У вас с Халилем какие-то проблемы, да? Нет, Мирьям ханым. Ничего особенного, поверьте. Просто мы стали ругаться чуть чаще, чем раньше. Аллах, не обижали бы вы друг друга из-за пустяков. Пойми это, пока не стало слишком поздно. Мы с Кадиром тоже очень часто ссорились из-за всякой ерунды. Но будь он сейчас жив, я бы ни за что его больше не обидела. Земля ему пухом. Аминь. Это что-то изменит? Как раз это меня и изматывает. К тому же сейчас не хочется становиться инвалидом. Повторяю, может ли это что-то изменить? Я имею в виду время. Если повезет, еще где-то месяц, не так ли? Мне нужно подумать. Я позже перезвоню. Мирьям. Неизвестный номер. Чего ты от меня хочешь, а? Чего ты хочешь? Кто ты? Не хочешь разговаривать? Хорошо. Я подожду. Ой,
Ой, Гюльсюм, сил нет, устала. На сегодня все. Чаю налить, Айсель, дорогая? Да, поухаживай. Чаю желаете, Шукран ханым? Спасибо, нет, у меня кофе. Аккуратней. О, у вас снова прекрасное настроение. Ну? Есть что-нибудь? Что? Что? Новости, конечно. Где домашние? А нам откуда знать? Знали бы, я бы удивилась. Ты что-то хочешь на злой, детка? Нет, спасибо, Айсель. Я хотела спросить о сестре. Когда она вернется? Ха, давай, отвечай на вопрос. Я не знаю, девочка. Они с Каймет ханым уехали. Когда они уехали? Утром еще я не следила. Так, Айсель, позвони Халилю и спроси у него, когда они вернутся. Прямо сейчас звонить? А что в этом такого? Скажи, что Назлы спрашивает. Где твой телефон? Звони. Давай. Ты выглядишь гораздо лучше. Ты всех нас очень напугала, Элиф. Я тоже ужасно испугалась. Боялась, что ребенка потеряю. Все прошло. Тебя кто-то сглазил. Только не падай духом. Аллах милостив. Меня скоро отсюда отпустят. Нет, надо подождать. Но это для твоего же блага. Ничего, немного отдохнешь, детка. Что скажем Назлы на этот раз? Я что-нибудь придумаю. Ты, главное, не переживай. Если она что-то заподозрит, не отстанет, пока правду не выяснит. Она у нас упрямая. Есть у меня одна идея, только... Какая? Так случилось, что парализованному отцу Дефне стало вдруг хуже. Что, если мы скажем, что ты уехала за ним присмотреть? Хорошо, как вам будет угодно. Я скажу, что у его сиделки появились дела. Никто ничего не заподозрит. Слушаю. Я хотела спросить, Халиль. Спрашивай, что хотел, я занят. У меня вопрос. Ты далеко сейчас? Я ей говорю, что занят, а она меня спрашивает, где я. Нет у меня времени на разговоры, ясно? Пока. Аллах, Аллах. Спроси у него про Элиф. Отключился. Прямо во время разговора? Видимо, он занят, Шукран ханым. Судя по всему, он явно куда-то торопился. Как дела, Халиль? Здесь была одна медсестра. Не знаешь, куда она ушла? Нет, Каймет ханым, я зашел с той стороны. Я спешил, не смотрел по сторонам. Куда спешил? Знаете, Каймет ханым, Что случилось? ну... Максут похитил Дефне ханым. Что? Что? У нас с вами получилось не только логистическое, но и стратегическое партнерство, верно? Могу сказать сразу. На подходе крупные денежные суммы, Якоб. Пока один из нас будет зарабатывать, другой будет с легкостью богатеть. Извините, я не помешала? Мне нет, абсолютно. Харун. Джанан Юрюкхан. Неужели? Да, да. Моя старшая дочь, а в скором времени и правая рука Джанан. Приятно познакомиться. Надеюсь, впредь мы будем часто видеться с вами. Зиябей приехал, Эфенди. Просил меня вас предупредить. Хорошо, Дырья. Я провожу тебя, Харун. Спасибо. Алло. Максут, ты где сейчас? У меня дела. Я сейчас занят. Если не срочно, давай позже. Какие еще дела, а? А мы чем занимаемся? Это тоже важно и срочно, так что не обессудь. Ладно, обойдемся без подробностей. Стала известна дата первых поставок. Нужно немедленно поговорить. Хорошо?
Но я смогу приехать только завтра, я говорил. Что бы там ни было, реши свои дела как можно скорее, Максут. Когда начнутся поставки, проблем быть не должно, ясно? Ага, ясно. Ясно. Я отлучусь, поеду куплю поесть. А ты даже не пытайся кричать, все равно тебя здесь никто не услышит. Понятно? Сиди смирно. И когда же будут первые поставки? Планируем на следующей неделе. Не надо планировать, Якуб. Не люблю, когда попусту тратят мое драгоценное время. Закончи все это на следующей неделе, не позже. За логистику я поставил отвечать тебя только для того, чтобы иметь возможность сразу увидеть первые результаты, Якуб. А не для того, чтобы ждать. Я знаю, отец, но если бы ты смог принять участие в сегодняшнем разговоре с Харуном... Не хочу. Я в свое время немало совещаний провел, хватит с меня. Так что сейчас я хочу видеть только результаты, тебе понятно? Результаты! Слушаю, Кахраманбей. Я отправил тебе номер телефона, Кемаль. Определи, откуда был звонок. Нужно разрешение. Без тебя знаю, но нет времени. И объяснять все я тоже не могу. Я попробую. Не пробуй, делай! Кахраманбей, что происходит, скажите? Месудбей в порядке? Он дома спит у себя в комнате. Все, хватит плакать. Теперь расскажи мне все с самого начала. Что случилось? Я даже не знаю, с чего начать. От ужаса все внутри сжимается. Спасибо за еду. Нас ожидает длинная ночь. Не хочу, чтобы ты создавала проблемы. Зачем тебе, Элиф? А тебе-то что? Как это что? Я сижу здесь из-за нее. Я очень люблю Элиф.
А она? Она любит тебя? Ты не знаешь? Полюбит. Обязательно. И точка. А если Элиф думает о другом? Если любит кого-то другого? Что ты будешь делать? Заставишь ее полюбить тебя? Нет, конечно. Насильно не полюбишь. Только если она не полюбит меня, другого тоже не полюбит. Она будет либо моей, либо ничьей. Только так. Не иначе. Давай доедай лучше. Кахраман-би, я не знала, что делать, и до Шахина не могу дозвониться. Он пропал, как сквозь землю провалился. Шахин? Кто это? Каков он из себя? Брюнет? Ну, как вам сказать? Секунду, у меня есть фотография. Мы сфотографировались, когда возили в парк Месутбея. Это Максут. Максут? Ну как же так? Нам он представился как Шахин. А, как я могла поверить? Значит, все это случилось из-за моей глупости. Ладно, ты не могла бы описать мне его машину? Утром он приехал на новой машине, светлого цвета, серебряная, кажется. Хорошо, ладно. Номер? Вот его помню. 34 ТГ 9184. Слушай, Кахраманбей. Я скинул тебе номер этой машины. Ага, получил? Да, получил. Я в пути, жду от тебя новостей. Все. Добро пожаловать, папочка. Благодарю. Сварить вам кофе, Эфенди? Куда ты лезешь? Раз папа так долго находился вдали от дома, то захочет пить кофе с вареной невесткой. Не хочу никакого кофе. Уже пил в офисе. Вы правы, папа, кофе вреден. Я лучше заварю вам зеленого чаю. Аллах, Аллах, оставь ты меня в покое, дочка. Скажи, где Каймет? Ох, папочка, мы с самого утра тоже пытаемся это выяснить, только... Ты приехал раньше меня, Зиябей. Так уж вышло, да, так уж вышло. Ну, скажи, почему ты такая бледная? В чем дело? Мы можем поговорить наедине, Зиябей. Идем. Что за дерзость? Что за негодяй такой посмел похитить Дефне, а? И почему я только сейчас об этом узнаю? Не злись, Зиябей. Я прошу тебя, не надо, успокойся. Ты больше пригодишься здесь. Кахраман занят ее спасением. Давай немного подождем. Сидеть и ждать, Каймет ханым? Скажи, разве можно пускать такое дело на самотек? Кому ты звонишь, Зиябей? Кахраману, да? Алло, Кахраман, где ты, сын? В дороге, отец. В дороге? В этой стране тысячи разных дорог. Еду туда, куда должен, отец. Не дави на него, Зиябей. Ему сейчас плохо, пожалей его. Понял. Знаешь, Кахраман, а что если позвонить прямо сейчас Меджидикёй, а? Да, ты звонил? Я сделал все, что было нужно. Не волнуйтесь. И прошу, никому ничего пока не рассказывай. До встречи. Кахраман, Да, отец. привези домой невестку и внука. Прошу тебя. Привезу, отец, привезу. Не беспокойся. Все наладится. И маму попроси ничего никому не рассказывать. Я вам позвоню.
Подать тебе воды, Зиябей? Воды. Давай. Сейчас. Прошу, Зиябей. А как та девушка, Каймет Ханым? Элиф. Уже хорошо. Она в больнице. А что с ней? Рано утром мы пошли с ней за покупками. Бедняжке неожиданно стало плохо. Решили провериться. И? Когда врачи узнали, что у ее сестры проблемы с сердцем, они решили ее обследовать, и пока в больнице оставили осмотр, анализы, в общем, обычные стандартные процедуры. Но все хорошо, Халиль остался с ней. Да. Надо же, как все совпало. Помоги, Аллах. И не говори, Зиябей. Знаешь, дорогой, мы на время приютили у нас младшую сестру Элиф, и чтобы девочка не переживала, я не хочу говорить ей, что ее старшая сестра попала в больницу. Она, бедняжка, сама еще не до конца оправилась, просто будь в курсе. Понятно, понятно. Что же, поступай, как знаешь. Я тебе доверяю, Каймет Ханым. Аллах, не оставь меня. Помоги мне. Спаси не меня, а малыша. Пусть он будет здоров. Пусть борется за жизнь, пусть будет сильным. Это не мой ребенок, но его доверили мне. Он мой гость. Мой маленький гость, только будь здоров. Режиссер Садуллах Шентюрк.